Датский совет по беженцам реализовал проект укрепления потенциала молодежи и женщин посредством повышения профессиональных навыков. Цель проекта – поддержка, с одной стороны, молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, которые нигде не учатся и не работают, с другой – малых и средних предприятий. Нара Чолоква и Лолита Еник – графические дизайнеры, которые благодаря проекту получили работу в компании Диграфик. После АГУ очень сложно было найти работу, потому что нигде без опыта не берут. Куда ни придете, вам говорят, опыт не меньше года, а без опыта не берут. И то есть как-то в голове не складывалось, куда идти. И первые несколько лет после окончания пришлось работать не по профессии. И вот, как сказали, я раздавала везде, оставляла свое резюме в надежде, что где-то, может быть, когда-нибудь меня примут. И какое-то определенное время назад мне позвонили, сказали, что приходи, постажируйся, есть такая возможность, предоставляет датский совет такую возможность, если пройдешь практику и устроит нас все, и тебя, ты можешь остаться. И я хочу сказать огромное спасибо, что была такая возможность. Я уже работаю там, меня приняли официально, и я очень довольна своей работой, и огромное спасибо и вам, и Стелле, что она меня приняла в свой коллектив. Астамур Лейба стал сварщиком волоконно-оптических линий связи после стажировки у интернет-провайдера ОСС. Дмитрий Квициния нашел себе занятие по душе в арт-студии «Артель». Под руководством Даура Гумба стажеры обучались древнему искусству узелкового ковроткачества. Всегда у нас проблема кадры, то есть кого учить, кто будет учиться. У нас не хотят учиться, чтобы им скрывать, скажем прямо. Ну, у меня были вот ребята, вот один, кстати, вот сотрудник сидит вот рядом со мной. Если вы еще планируете, вот в принципе, как совет, если вы примете его, я бы больше, конечно, упор сделал на людей с ограниченными. Ребята, многие сидят, могут делать, они, знаете, они более ответственные в каких-то вещах, чем мы. А так, программа очень хорошая и помогла, и вот ребята научились новому. Я надеюсь, что они, может, не сегодня, не завтра, но через год, через два все-таки дома у себя сами поставят и сами будут работать. Совместно с Ассоциацией развития сельских районов Абхазии Датский совет по беженцам также организовал 5-дневный онлайн-курс по жизненным навыкам, социальному и финансовому образованию, трудоустройству и предпринимательству для молодежи. В рамках данного проекта была заложена идея привлечения Aflatun International для проведения тренингов для тренеров с местными общественными организациями, которые работают именно с молодежью. Могу пояснить, что Aflatun International – это международная организация неправительственная, которая базируется в Нидерландах, и она известна тем, что эксперты этой организации разрабатывают образовательные программы по социальному развитию и финансовой грамотности для определенной аудитории. И эта аудитория – молодежь в возрасте от 6 до 18 и выше. В качестве участников тренинга были выбраны 7 НПО, имеющих опыт работы с молодежью. Основная цель тренингов заключалась в том, чтобы предоставить представителям этих НПО необходимые знания посредством учебных программ Афла-Юз. Джульетта Айба принимала участие в тренингах как сотрудница организации АМРА-2014. У меня поступил сын в этом году, и я помню, что перед поступлением мы судорожно думали, куда. И вот я тогда для себя отметила, вот был бы какой-то курс, я даже не знала, как его назвать, какой-то курс, какое-то обучение, чтобы направить молодежь, которая не знает, куда поступать. Потому что в большинстве своем в 16-17 лет дети не знают, что они хотят, и спрашивают своих родителей. И мы тоже, честно говоря, не знаем, куда, потому что мир изменился с тех пор, как мы поступали, и много профессий, которых я не знаю. А вот этот вот тренинг, у него такой педагогический подход, ориентированный на ученика, и он позволяет выявить
выявить навыки, способности, таланты человека, о которых он даже не подозревает зачастую. Организаторы, координаторы проекта, представители МИДа Абхазии, партнерских общественных и международных организаций, а также участники проекта, включая стажеров и предпринимателей, приняли участие в итоговой встрече, посвященной завершению двухгодичного проекта. Делились впечатлениями, обсуждали сложности, с которыми столкнулись, и возможные форматы продолжения проекта, значимость и ценность которого очевидна. Надежда Боровикова, Саид Агухава, Абаза ТВ.